Добрый вечер. Открываем вечерний эфир телеканала «Осетия Руштон». Пора обсудить интересные факты, актуальные события и пообщаться с компетентными людьми в нашем эфире. Это программа «Самое время», ее ведущая Алана Гадзацева и Карина Тамаева. Алана, и сразу вопрос. Скажи, вот ты смотрела фильм «Семь черных бумаг»? Конечно, я посмотрела с удовольствием 2 раза. Ну вот смотри, тогда следующая новость тебя точно порадует. Композитор фильма Алан Макеев, он же Алейн из Хаджиме Рекордс, выпустил оригинальный саундтрек к фильму «Семь черных бумаг». Альбом Notes состоит из 6 инструментальных композиций, каждая из которых была написана с использованием Клишенфендера и 12-струнной арфы. Давайте посмотрим видео и заодно послушаем. Стоит отметить, что альбом доступен на всех музыкальных площадках. Проникновенная музыка и само видео очень атмосферное. Карин, я думаю, на этой прекрасной ноте и с отличным настроением мы можем начинать наш эфир. Карин, какой у тебя любимый сезон? Вот я, честно говоря, люблю все сезоны, но мне кажется, что осень, она одна из самых моих любимых, и мне кажется, что в этом смысле мы с Александром Сергеевичем Пушкиным единодушны. Ну, а еще осень, как мне кажется, это самое романтичное время года. Вот поэтому, я с тобой не соглашусь, потому что я люблю весну и лето, и все остальные сезоны для меня это ожидание весны и лета. Ну, да, каждому свое. Но знаешь, какой есть важный признак наступления лета? Вот оно уже вступило в права, и вот есть признак. Ну, я попробую догадаться. Мне кажется, это открытие обновленной водной станции во Владикавказе. Вот здесь ты попала в точку. Именно на это я и намекаю. В минувшие выходные там яблоку негде было упасть. Все спешили не только увидеть, как преобразилась эта зона, но и прохладиться в водоеме, потому что погода выдалась довольно жаркая. Это первая реконструкция за 70 лет, и проделано немало. Монтаж водопроводной и канализационной системы, берегоукрепительные работы, освещение, заменили асфальт на брусчатку, а еще установили спортивные площадки с тренажерами. И все это для наших горожан будет доступно совершенно бесплатно. Также станцию в дальнейшем планируют благоустраивать. Рядом хотят по инвестпрограмме построить круглогодичный аквапарк, а еще привести в порядок знаменитый амфитеатр, который много лет находится в запустении. Работы продолжатся еще до июля, но обещают, что к 15 июня уже все основные работы будут завершены, и водная будет в полном объеме работать. Такие новости, Карина. И вот знаешь, что тебе хочу сказать? Ну-ка, конечно, интересно. Облагораживание зон отдыха – это, конечно, дело благородное. Шезлонги, песчаный пляж, прекрасно. Но вот лично мне больше нравится такой природный ландшафт. Постелила пледушек на траву, взяла вареную кукурузу. Ну, романтика же. Алана, я с тобой согласна, но раз уж ты заговорила о вареной кукурузе еще, вспомним и новость о том, что во Владикавказе открылся гипермаркет «Лента». Соглашение о сотрудничестве между руководством республики и гипермаркетом подписали в прошлом году. Ассортимент гипермаркета насчитывает более 20 тысяч наименований. Это и товары федерального ассортимента, и собственные торговые марки. Есть и товары 17 местных производителей. Это молочная и замороженная продукция, колбасы, алкогольные и безалкогольные напитки, мясные, хлебные изделия, овощи и фрукты. Вот так вот. Ну что ж, я надеюсь, что продуктов местных производителей на полках гипермаркета станет больше, потому что хочется, чтобы развивались именно наши фермерские хозяйства и имели возможность сбыта своей продукции, как следствие развивалась наша экономика. К слову,
об экономике, и развитие в сельском хозяйстве происходит прямо на наших глазах. И кто бы мог подумать, еще несколько лет назад Владикавказ станет своего рода столицей спаржи. Ну, это так и есть. Да, а сейчас республика не только успешно выращивает эту культуру, но уже проводит фестивали. И тут я продолжу, Алана. Вот смотри, фестиваль спаржи открылся во Владикавказе в минувшие выходные. Он будет в течение 15 дней на разных гастрономических площадках столицы республики. Торжественное открытие фестиваля прошло в Центральном парке имени Костахи Тагурова. Здесь жители и гости Северной Осетии попробовали разные блюда из спаржи. Продолжилось мероприятие в кафе и ресторанах города, где специальное спаржевое меню знакомит всех желающих с необычными сочетаниями и гастрономическими находками. Ну что ж, продолжим тему местных фермеров. Сельское хозяйство – это не самая легкая отрасль, это колоссальный труд и к тому же огромные риски. И погодные условия, экономические условия, множество факторов. Поэтому подходить к фермерству нужно с умом, особенно сейчас, когда страна берет курс на высокотехнологичное сельское хозяйство. В Северной Осетии сейчас реализуется проект «Школа фермера». Это совместный проект Россельхозбанка, Министерства сельского хозяйства Республики Северная Осетия Алания и Горского ГАУ. В стране школа фермеров действует уже 4 года, а в нашей республике только начала свою работу. Цель проекта «Школа фермера» – поддержка в развитии фермерства нашей республики, поддержка проектов молодых предпринимателей и аграриев на всех этапах развития от разработки идеи до ее коммерциализации, а также повышение финансовой грамотности. В рамках «Школы фермера» можно получить содействие и финансовую поддержку предпринимателей, именно занятых в сельском хозяйстве. А вот все детали нам поведают гости нашей студии. Светлана Федарова, проректор Горского государственного аграрного университета, Таймураз Кайтмазов, участник проекта «Школа фермера», и Олег Мзоков, директор Североостинского центра развития бизнеса. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы уже идем к вам. У нас с Аланой много вопросов. Приятно видеть вас в нашей студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что ж, давайте начнем. Расскажите, пожалуйста, о самом проекте «Школа фермера». Он уже какое-то время функционирует. Каким образом он был реализован в нашей республике? Кто в нем принимает участие? Ну, на самом деле это много лет реализует Россельхозбанк совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Последний год мы с Олегом Батразовичем разрабатывали образовательную программу, учебный план, работали над открытием. И вот 26 апреля состоялось открытие первого образовательного проекта уже «Школа фермеров» в Республике Северная Осетия Алания. И первые 30 слушателей приступили к освоению всех вот этих моментов, которые связаны с ведением бизнеса в агропромышленном комплексе. А кто именно эти слушатели, то есть какие категории попадают именно под возможность пройти эту образовательную программу? Абсолютно разные люди. Это уже и те, которые реально работают, это фермеры, которые имеют различную организационно-правовую форму. Это студенты, которые собираются открыть свое дело. Абсолютно разные категории людей, 21 до 53 лет, которые или планируют открыть свое дело, или же уже имеют какой-то свой бизнес, но им не хватает знаний для того, чтобы сегодня работать в сельском хозяйстве. Агропромышленный комплекс сегодня, как вы сказали, это высокотехнологичная отрасль. Сегодня нужны знания не только о технологии выращивания и какой-либо культуры, допустим. Это серьезные цифровые решения, это большая поддержка со стороны государства, это большие возможности, которые предоставляет Россельхозбанк, о них скажет Олег Батразович. На самом деле множество информации, которой нужно овладеть и которая сегодня может помочь. Это вопросы нормативно-правового регулирования, это вопросы учета, это вопросы введения федеральных государственных информационных систем. Это на самом деле высокоцифровая отрасль, там очень много цифровых решений реализуется. Поэтому на сегодняшний день нет такого, что вот какой-то участник рынка может сказать, что он обладает всей информацией о рынке. Поэтому
вот достаточно широкий круг вопросов освещается, поэтому мы вот продолжаем эту работу, у нас еще 2 месяца впереди. Вот я правильно понимаю, вы немного рассказали вот сейчас про дисциплины. Да. А тогда нам интересно, вот как проходит вообще обучение, в каком формате? Различные форматы. Мы привлекли огромное количество людей, именно практиков. То есть у нас уже отчитали лекции, это представители Министерства сельского хозяйства Республики, Министерства экономического развития, Министерства труда и социального развития, Россельхознадзора. Огромную помощь нам оказывает Россельхозбанк. Там прочитали, и Олег Батразович сам нам прочитал нашим слушателям лекции. Сейчас идет, на этой неделе у нас бухгалтерский учет, и все те вещи, которые связаны с учетом в сельском хозяйстве, в агропромышленном комплексе. Поэтому вопросов очень много. Страхование. То есть не только это, помимо этого, естественно, все технологии животноводства, пчеловодства и другие виды деятельности, которые присутствуют в рамках этого направления, будут, естественно, нашим слушателям предложены. Одновременно у нас идет онлайн-запись всех этих лекций, и все это будет в доступе у всех слушателей. И также мы рассчитываем, что в конечном итоге эти же материалы будут доступны и нашим студентам. То есть все, что мы сегодня достаточно на таком очень высоком уровне собрали материалы, собрали всех ведущих специалистов в этой области республики. Мало того, нам очень серьезно помогает Россельхозбанк в том, что и ставропольские специалисты нам прочитали в режиме видеоконференции несколько лекций. Поэтому я так думаю, что достаточно большое количество знаний будут получены нашими слушателями для дальнейшего ведения своей деятельности. Уже было сказано о сотрудничестве. Олег Батраевич, тогда вам адресую вопрос. Расскажите, вот в рамках этого сотрудничества, какие на себя взял такие функции инициатора и вот пионера, скажем так, впереди идущего Россельхозбанк, какие цели перед собой ставили и уже, может быть, даже можете отметить, к чему пришли? Скажу, во-первых, что в данный момент это совместно с институтом нашим мы участвуем в 9-й волне Россельхозбанк. Это уже 9-я волна. 2 раза в год бывает волна школа фермеров весенний и осенний набор. Ставропольский региональный филиал, куда мы входим, он уже в данном программе, он 5-й раз. 1 раз в год бывает. В этом году они 5-й раз. И в этом году было принято решение, что каждый регион Российской Федерации должен участвовать, где есть аграрный вуз, участвовать в данной школе фермера. В связи с чем нами было подготовлено ходатайство вместе с Министерством сельского хозяйства на председателя правления банка Бориса Павловича Листова. Он наше ходатайство поддержал. И основное участие – это всегда денежное участие банка. Грубо говоря, все это оплачивает банк. Абсолютно бесплатно для всех участников, слушателей данной школы фермера проходит обучение. Набор, который осуществляется слушателей, зависит от учебного заведения. Здесь же у нас со стороны банка организационная, методологическая поддержка, обмен опыта между коллегами, которые уже ранее проводили данную школу фермера. То есть созваниваемся, где, как прошло, какие специализации были. И уже по данному опыту понимаем, как дальше нам вести. Дальше школу фермеров. Вот сегодня неоднократно уже сказали о цифровизации в сельском хозяйстве, и есть определенные платформы уже, да, цифровые, которые могут быть там в помощь современным предпринимателям, аграриям. Расскажите более детально об этом, какими знаниями делились в этом направлении. Совершенно верно. Вот век технологий, и сельское хозяйство не отстает от этого направления. Да, цифровизация и сельского хозяйства – неотъемлемая часть ведения бизнеса. В данном направлении уже 4-й год Россельхозбанк развивает свою экосистему, цифровую экосистему, называется «Свое от Россельхозбанка». Это набор платформ, который позволяет
по направлениям различных деятельностей, получать информацию, получать опыт коллег, видеть своих конкурентов либо партнеров в той или иной сфере деятельности в агропромышленного комплекса. Так, например, если начинаем, то одной из составляющих этой экосистемы является платформа Явагро. То есть это своего рода хедхантер для работодателей и работников сферы АПК. Там даже начиная со школьной скамьи, школьники, студенты, которые не определились с выбором, направлением деятельности, могут посмотреть, получить знания и посмотреть, какие потребности в рынке АПК есть в наемных специалистах, какие специалисты более нуждаются. И также показать себя для тех выпускников, которые уже выпустились, что дать свою кандидатуру, чтобы другие работодатели других регионов видели наличие претендентов на те вакансии, которые у них есть. Следующий этап идет платформа, которая называется «Свое фермерство». Это продажи в сфере B2B, когда, будучи фермером, необходимость в тех или иных расходных материалах, полевые сезонные работы, необходимость оборудования, собрано все в одном месте. Это такой локальный интернет-магазин, но для фермеров, где фермеры представляют свою продукцию, предприятия, которые работают в сфере АПК, выпускают сельхозоборудование, сельхозтехнику, семена, агрохимию, они предоставляют там свою продукцию, и без посредников организации между собой могут коммуницировать. Другая платформа, свое родное, это платформа Marketplace фермерских продуктов. То есть, будучи производителем сельскохозяйственной продукции, любой желающий может там зарегистрироваться совершенно бесплатно и создать свой онлайн-магазин. И это совершенно бесплатно. Очень современно все это, огромные возможности. И самое очень интересно. Да. Я вот слушала, и самой захотелось стать частью. Стать фермером. Да. Таймураз, вас хочется спросить, а вот скажите, что вам дает школа фермеров? Почему вообще решили принять участие в этой образовательной программе? Школа фермеров дает то, что человек, если хочет заняться в сфере сельского хозяйства своим делом, там два направления: животноводство и растениеводство. И, во-первых, это дает определиться с выбором целей, по какому направлению, то ли по животноводству, то ли по растениеводству. И нам, на самом деле, руководству вузов и сельхозбанку, и Министерству сельского хозяйства хотелось бы вот данной возможности сказать еще раз спасибо. Они достаточно так очень серьезно подошли и очень интересно. Вот всех лекторов, всех, кого нам приглашают, занятия, кто нам проводит, они делятся своим опытом, тем более они кто бизнес ведет, кто в Министерстве сельского хозяйства. Вот Олег Батразович тоже нам лекцию читал, очень много рассказал, какие субсидии, какие поддержки они указывают. Министерство сельского хозяйства нам присылали и объясняли документацию, как правильно подготавливать на те или иные гранты и на какие субсидии можно рассчитывать после того, как пройдет эта школа фермеров, обучение человек пройдет и определится с выбором цели. Также нам специалисты помогают с выбором цели и составлением бизнес-плана. И у нас обучение проходит не только в формате лекции, но нам и выезды организуют на предприятие. Вот колбасный мясной дар нас пригласили, и неформально к нам подошли, неформально, а вот полностью цикл, как начинается от закупки мяса и до готовой продукции, и какие виды продукции по всем блокам нас провели. Все так достаточно очень подробно объяснили. И вообще, пока там атмосфера такая, что и преподаватели нам, и специалисты, которые приглашаются, очень многое нам дают. И в ходе обучения с людьми, которые студенты, или, как сказать, сокурсники, которые учатся в школе фермеров, у них есть уже те, которые уже в сельском хозяйстве, кто парниками занимается, у кого животноводство, и делятся между собой опытом тоже. И во время прохождения этой учебы уже легко, уже легче определиться с выбором цели, и достаточно такие углубленные знания, несмотря на то, что мы всего лишь месяц, пока учимся, впереди у нас еще 2 месяца, но у нас такие достаточно очень интересно все рассказывают и объясняют, и много интересного человек познает для себя. Знаете, вот вы сказали про выездные мероприятия, и я сразу подумала о том, что практика, на самом деле, это залог успеха, Да, когда человек, да. студент видит сам все своими глазами. Тем более, когда какие-то определенные количество лекций уже прочитали, И теория какая-то есть? Да, теория, и все это подкрепляется практикой, знания лучше закрепляются, и интересно много более.
Мгм. Ну и вот наша съемочная группа тоже практично подошла к работе и, собственно говоря, поехали на ферму, к хозяйству, к Таймуразу. Я предлагаю посмотреть. Давайте. Бычок Гришка на ферме у Таймураза совсем недавно, но уже подружился со всеми животными. Их мужчина приобрел после занятий в новой школе фермеров. Ранее подобных программ в республике не было. На занятиях уделяют время не только агропредметам, но и современным методам продвижения. Про школу фермерства я узнал из вуза. То, что затеяли такой проект, насколько я знаю, это в нашем регионе, в Северной Осетии, это первый раз реализуется. И он реализуется совместно с Горским государственным аграрным университетом, Министерством сельского хозяйства и Россельхозбанком. Первая в Северной Осетии школа фермеров стартовала в конце апреля. По словам студентов, это хорошая возможность получить передовые знания и успешно развиваться в отрасли. Программа включает в себя не только изучение аграрных и технологических вопросов, но и медиапродвижение. Нам подобрали как бы и теоретиков, преподавателей внутри вуза, и вне вуза тоже как бы, то есть не просто теоретики, а люди, которые как бы, у которых свой бизнес с разных министерств, Министерства сельского хозяйства, там, с Министерства экономики. И когда слушаешь, как бы, когда теоретиков слушаешь, интересно как бы рассказывать теорию, изучать какие-то темы, но когда приходят как бы люди, которые с министерств, либо же люди, у которых свой бизнес и делятся своим личным опытом, это намного интереснее. Обучение проходит по двум направлениям – организация фермерского хозяйства и биотехнологии в семеноводстве картофеля. Выбор Таймураза пал на животных. Сейчас у него несколько овец и бычков, но в будущем он планирует приобрести более 100 голов. Хотелось бы заняться сельским хозяйством вот, в плане крупнорогатого скота, животноводства. И вот это более подробно, чтобы общее представление было, но чтобы более подробно разбираться в некоторых вопросах и вообще вот для себя, чтобы вот определить на самом деле вот это мне интересно, чтобы вот во время изучения и прохождения этой школы, чтобы человек уже к окончанию этой школы понял для себя то, что на самом деле он сделал правильный выбор, и вот этим делом было бы интересно заниматься. Запустить агробизнес с нуля или вывести хозяйство на новый уровень смогут 30 человек. По окончании каждого студента ждет бизнес-план по развитию хозяйства. Приглашают, договариваются заранее и приглашают на разные производства. Вот, до этого нас пригласили, договорились, нам пригласили в колбасный цех, колбасное производство. И там нам так все моменты касаемо вот колбасных изделий, начиная вот от приобретения мяса и вот до выпуска продукции, нам все очень подробно объяснили. Таймураз признается, программа школы фермеров уникальна. Подобных ранее не было. С таким количеством предметов и полезной информации успех будет не за горами. Мне помогли на занятиях вот с выбором организационно-хозяйственной формы. Я до этого уже приобрел, КФХ открыл. И вот после окончания школы, вот, скорее всего, мы будем участвовать в тех программах, которые Министерство сельского хозяйства на данный момент реализует. Обучение продлится 3 месяца. Финальной точкой будет защита собственного проекта. Выпускники получат не только дипломы, но и навыки, необходимые для успешной карьеры. Мадина Тимирканова, Алена Чепкова, Давид Валиев. Специально для программы «Самое время». Ну что ж, мы уверены, что все так и будет, как прогнозирует наш корреспондент Мадина Тимирканова. Да, и у меня еще очень важный вопрос. Светлана, скажите, вот как проходил отбор участников? Был объявлен конкурс, и всем соискателям необходимо было написать короткое эссе о том, почему они хотят обучаться в школе фермеров, рассказать о том, что у них есть для того, чтобы организовать свое дело, или это планируемый процесс. И, естественно, документы об образовании, там, все те организационные вещи, которые нужны были, они загружали на сайт, регистрировались вот на платформе «Свое» и представили документы. Конкурсная комиссия в лице министра сельского хозяйства республики, руководителя Россельхозбанка по республике Северной Осетия Алания и ректора Горского государственного аграрного университета оценила все представленные документы. У нас было техническое задание на 25 мест, но Желающих оказалось больше. Желающих оказалось больше, и Россельхозбанк по-доброму нам выделили средства на то, чтобы мы подготовили 30 человек.
Ну, на самом деле сегодня ситуация такая, что сами слушатели школы фермеров, те материалы, которые ваша телекомпания показала, у нас сегодня ежедневно звонки, просьба о том, чтобы расширить этот проект, поэтому у нас уже сегодня есть и на второй поток количество желающих. Потому что оказалась даже такая ситуация, что вот мне Таймураз не даст соврать, что у наших вот субъектов вот сельского хозяйства, вот именно вот малого и среднего бизнеса, нет площадки, где они могли бы взаимодействовать друг с другом, общаться и получать какие-то знания. И вплоть до того, что мы делали подборку телеграм-каналов для специализированных, для того, чтобы объяснить им, что вот, ну, как нужно взаимодействовать в этой общности. Были даже лекции по медиасопровождению, по блогерству, по брендированию своей продукции. То есть мы все это включили в программу обучения, потому что это сегодня неотъемлемая часть работы любого фермерского хозяйства. Поэтому мы сегодня по заявке слушателя разрабатываем концепцию создания консультационного центра для субъектов сельского хозяйства с возможностью вот такой вот после выпускной поддержки наших слушателей, потому что они нам стали очень родными. Мероприятие на 9 мая, они нас сопровождали, с нами участвовали во всех мероприятиях. Вот был день остинского языка, все прочитали стихотворение, да, это было очень трогательно. Вот у нас планируется концерт нашего родного ансамбля «Горец», и вот все как один собрались, идут с нами на этот концерт. Поэтому это тоже дорогого стоит, потому что вот такое теплое сообщество, которое образовалось, мне больше вот этой, вот для меня это уже достаточный итог нашей работы. Помимо того, что, конечно же, мы дадим весь комплекс знаний, который необходим им на сегодняшний день. И мне кажется, вопрос, который сейчас интересует и нас, и наших зрителей, какие планы на будущее, вот следующая школа? Ну, сейчас мы реализуем два направления. Это организация фермерского хозяйства в рамках животноводства и растениеводства и биотехнологии в семеноводстве картофеля. На самом деле, вот вы же видите, у нас сегодня появились нетрадиционные отрасли, которые вот та же самая спаржа. И мы предлагаем следующее направление вот банку на рассмотрение. Это все, что связано с рыбоводством. Потому что у нас 56 только предприятий, которые занимаются этой отраслью. Серьезная потребность в кадрах, вот серьезнейшая потребность в кадрах. И мы сегодня рассчитываем вот следующую школу, следующий наш сезон, если нас банк будет поддерживать и дальше, то мы планируем по рыбоводству. Очень востребованное действительно направление, и хочется, чтобы в нем был действительно профессиональный, качественный подход. Олег, к вам вопрос. Вот скажите, а какие вообще есть еще возможности для аграриев у банка? Какие есть программы? Ну вот одна из них – это школа фермеров, а какие еще? Еще это все финансовые сервисы, это продукты и услуги, которые предоставляет банк как коммерческая организация, финансовая коммерческая организация. В части поддержки малых форм хозяйства, фермеров мы выдаем кредиты под льготную субсидируемую процентную ставку, да, от Министерства сельского хозяйства. В настоящий момент, с этого года, 24 января, система субсидирования немного изменилась. Если ранее максимальная процентная ставка составляла 5%, то сейчас зависит от ключевой ставки Центробанка. И для малых форм хозяйства, всех малышей, так сказать, фермеров, процентная ставка 6,8%. Если среднее хозяйство, либо неприоритетное направление, то 10%. То есть в этом ключе мы также консультируем, предлагаем формы поддержки на различные цели, как пополнение оборотных средств, так и инвестиционные цели, да, то есть на полевые сезонные работы. Это основные денежные средства, которые необходимы фермерам для того, чтобы посеяться, грубо говоря. Да. И также инвестиционные цели – это приобретение сельхозтехники, оборудования для тех, кто занимается еще первичной переработкой. Все это предполагает по вот этому решению 258 о тех мерах поддержки, которые рассказываются в школе фермера, о которых мы транслируем. Мы также даем консультации, принимаем заявки уже в банке. Менеджеры банка знают и
тех учащихся, кто учится, действующие фермеры. И после прохождения школы фермера уже будем разговаривать о тех мерах поддержки со стороны банка, которые в ближайшем будущем понадобятся новым молодым фермерам. Ну, то есть это очень важно, приобрели теоретические знания. Вот сейчас возможность уже с умом, уже грамотно, обладая определенными знаниями, использовать средства, в том числе займы и различные финансовые возможности и инструменты. Спасибо вам большое за столь подробное интервью. Спасибо, желаем вам успехов, желаем вам, Таймураз, удачного выпуска и дальнейшей успешной работы. Алана, знаешь, мне теперь вот захотелось стать фермером, кажется. Ты знаешь, каждый раз, когда кто-то бывает у нас в эфире, мне хочется стать тем, кто у нас в эфире. Да, был в эфире. Это приятное такое свойство нашей работы. В нашей беседе мы затронули современные технологии в сельском хозяйстве. И отличный пример – это вот трактор, который может работать круглыми сутками без участия людей. Его, Карина, что приятно, сконструировали в России, а именно в Томске. Он умеет вспахивать землю, сеять семена, опрыскивать и анализировать состояние растений. И, как говорят разработчики, прицепить к нему можно практически любое оборудование. А запустить в массовое производство мини-пахаря планируют в 2025 году. Алана, будущее наступило, ну а сейчас самое время сделать рекламную паузу. Не переключайтесь, впереди много интересного. От самой популярной музыки до элитарной культуры весь этот джаз. На сцене с большим оркестром или маленький бенд в перекрестном клубе. В джазе только девушки, да еще какие. А в Осетии джазу уделяет большое внимание, а я бы даже сказала, дает джазу Залина Баскаева, которая в этом году отмечает свое 25-летие на сцене. И сегодня она в нашей студии. Залина, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Поздравляем с юбилеем. Спасибо. Залина, сразу вопрос вам. Скажите, каково это быть на сцене вот уже 25 лет? Это всегда интересно, всегда по-новому. Каждый день ты не сталкиваешься, ты растешь, преображаешься, ты стараешься быть разным. Это очень интересная профессия. Это не только призвание, но это работа постоянная. Вот вы сказали, что быть разным на сцене. А не сложно ли вам, как личности, быть разной? Нет, слава богу, все хорошо в этом плане, могу себе позволить. И получается вроде бы петь и джаз, и соул, и шансон, и не только, в общем, эстрада. Ну, в основном эстраду. Слава богу, все хорошо. Да, получается. Залин, а вот для вас цифры играют какую-то роль? Вот эта цифра 25 лет, что она для вас значит? Я не заметила, как пролетели эти 25 лет, честно говоря. Я думаю, что ощущение, как будто я только вчера вышла на сцену. Нет такого, что 25-летие – это нагрузка какая-то, это удовольствие, это счастье, это каждый день радость. Это ты соприкасаешься и с разными людьми, и с творчеством разных людей, и с музыкой каждодневно, да, и это удовольствие неимоверное, когда мне говорят, что 25 лет, о, боже, может уже вот что-то как... Нет, все впереди, я уверена в этом. А вот ваше самое первое выступление такое публичное, помните? КВН. Расскажите. КВН, конечно же, это начало, это университет, это КВН, это мы с Осиком Пливом на сцене, это было очень замечательно, весело, и тогда я уже пела, и в принципе меня сподвигли именно КВНщики выйти на сцену именно профессиональную и начать петь, и нести это, как говорится, творчество свое именно в другом ракурсе. Поэтому благодаря КВНу я вышла на сцену такую же, более профессиональную. Ну, мне кажется, вот этот вот юмор, вот этот задор, он в вас и живет. Он в вас и транслируется и в вашем творчестве, и в ваших концертах. Я думаю, публика за это вас и любит. Ну, я стараюсь делиться теми позитивными эмоциями, потому что музыка не может вызывать непозитивные какие-то эмоции. Да, это может быть грусть, да, это может быть печалька где-то, но в основе своей это эмоциональный подъем в любом случае. Люди получают от этого удовольствие, и когда ты видишь благодарных слушателей, когда на тебя смотрят люди, тебя аплодируют, это
удовольствие неимоверное. Это такое, знаете, ощущение счастья в этот миг, в эту секунду. Это просто супер. Залина, знаете, вот наверняка вы не раз уже слышали этот вопрос, но все-таки скажите, а что движет артистами, что вам дает силы идти вперед каждый день и становиться лучше, наверное? Вы знаете, любой человек растет, да, в своей профессии, он должен расти, он имеет на это полное право, и ты стараешься ради своих слушателей. И когда у меня есть друзья, подруги, которые приходят на концерты, и они говорят, а вот сейчас бы мы хотели вот это услышать, сейчас бы мы хотели вот это услышать, и ты начинаешь работать. Вот на последний концерт, у меня несколько концертов в Вахтанговском прошло, туда совершенно другая, нужна атмосферная очень музыка, и ты подбираешь совершенно немножко, выходишь из комфортного состояния того, что ты привыкла петь и любишь, ты выходишь и начинаешь выбирать что-то новенькое, что-то интересное для себя, да, и мне понравилось это, очень, очень понравилось. То есть этот рост, это каждодневная работа, это очень приносит большое удовлетворение. Но ведь это выход из зоны комфорта в первую очередь. Конечно, обязательно, обязательно, чтобы был небольшой экстрим. Это же нужно. Эмоции, тогда эмоции плещут. Ну, вот вы сказали, что исполняете разные жанры, совершенно разную музыку, но в любом произведении, я думаю, которое вы исполняете, все равно вы транслируете себя. Да, эмоции, ощущения, чувства. То, как я передаю эту песню, это мои ощущения, мои чувства. Я могу спеть ее абсолютно по-другому от той певицы, которая, допустим, исполняла ее когда-то. Или вот, допустим, у меня авторская песня, когда мы работали над ней, я привнесла чуть-чуть свое, потому что это нормально, это работа, ты выдаешь именно свое ощущение, свое духовное что-то, обязательно частичку своей души, обязательно. Без этого на сцене делать нечего. Угу. Вот вы рассказываете, что вы отдаете, а что же вы получаете? Эмоциональное удовлетворение, кайф просто от того, что ты стоишь на сцене, от того, что тебя аплодируют. Это идет волна такая, знаете, ты отдаешь какую-то волну, и возврат идет такой, но это немножко не то, что ты даешь, да, это чуть-чуть другое, то есть ты творческий человек, для тебя это нормально, а то, что люди начинают говорить, а вот в этом исполнении, в вашем исполнении песня очень нравится. И все, тут уже больше ничего не надо. Это радость, это счастье, это вот просто удовольствие. Мне кажется, что это самое главное, чтобы человек заряжался от своих зрителей. Но вот знаете, что еще интересно узнать? Вас как-то на интервью спросили, почему джаз? И вы тогда ответили, что он имеет возможность показать свое внутреннее «я», это то, о чем мы говорили чуть ранее, чувственность и отношение к жизни. Мы правильно понимаем, что до сих пор ничего не поменялось в вашем мышлении, то есть так оно и остается? Чуть-чуть с возрастом ты становишься глубже, ты относишься к некоторым вещам, на которые ты раньше не обращал внимания, более глубокое видение каких-то отношений, каких-то переосмысления какое-то идет, глубже. Просто с возрастом более внимательно к каким-то мелочам относишься. Поэтому, немножко другая подача. Человек растет, это нормально. Залина, вот очень многие артисты так говорят о том, что на сцене они забывают обо всем другом, о всей жизни, которая за пределами сцены. У вас так? Нет, у меня песни ассоциируются, каждая песня ассоциируется то ли с человеком, то ли с каким-то днем, то ли с какой-то эмоцией. Это жизнь. Песня – это жизнь, она не может быть вне. Я вышла на сцену, я в этот момент принадлежу только сцене, только зрителям, все. Но то, что я выдаю, это часть меня, часть моей жизни, это не может быть вне. Это все пережитое мной, радость, боль, что-то еще. Это обязательно то, что мы переживаем. Но наверняка же бывают такие моменты у вас в жизни, которые вам, может быть, не хочется транслировать. Ну да, у меня было несколько случаев, когда
ну, происходили какие-то очень тяжелые моменты, я в этот момент на сцене, а артист не имеет права показывать людям. Нет, ты стоишь и поешь. Ты не имеешь права на слезы на сцене, потому что люди, которые на тебя смотрят, они ждут чего-то другого, эмоционально чего-то другого. И в этот момент ты, да, чуть-чуть заглушаешь свою боль где-то, заглушаешь свою какую-то ранимость и не показываешь этого людям. Это да, но это уже профессионализм. Это, Вот, да, это не каждому да. дано, мне кажется. Ну, да, над этим надо работать, к этому надо прийти обязательно. Ну, тоже с возрастом. Залин, а что вы думаете вообще о современной музыке, конкретно об эстрадной музыке? Очень много не самой приятной музыки звучит сейчас, да. Я очень критична в этом плане, мне какие-то моменты не нравятся, но это только мое суждение, да. Мне не нравится информационно то, что они несут, какие-то... Раньше чуть-чуть, это не потому, что там возраст, нет, раньше чуть-чуть были более глубокие чувства, наверное, хотя я не оспариваю то, что сейчас тоже они есть, но немножко упростили какие-то моменты, и мне это не нравится. Духовность, душевность не должна никуда исчезать ни в коем случае. Упрощать слово «любовь» мы, я считаю, что не имеем права. Это что-то очень высоконравственное, высокодуховное, душевное, поэтому нет. Я послушала вас только что, но тоже хочется вернуться на 6 лет назад, в 2018 году, что тоже про современную музыку. Вы сказали, что людьми очень легко воспринимается популярная, и это самая легкая музыка. А сейчас, как вам кажется, спустя 6 лет джаз или блюз, они не стали более массовыми? Не стали ли их слушать больше? Стали. И вообще мне нравится то, что, может быть, да, много не очень приятных нюансов появилось, но вкус растет, и люди растут, и они стали вот по площадкам глядя, да, потому что выдается, люди стали слушать больше качественной музыки. Может быть, устали от вот этих, я можно скажу, очень такой пичекрякальных песен, то есть вот очень, как сказать, из 2 аккордов на 3 словах. Нет, есть публика, которая очень хорошо воспринимает глубокие какие-то моменты, и вот так вот, если ты в массе в общей слушаешь, что люди говорят, а вот это вот понравилось, вот это, и ты понимаешь, что растет качество именно слушателя, именно то, что они хотят услышать хорошую, качественную музыку, это радует. А молодежь? Ну вот старшее поколение, да, оно более привередливо к музыке. Молодежь, это вы понимаете как? То, что информационно льется с разных там точек, как говорится, информационно, я далека от всего этого, нету ценза никакого, да, имеет место быть любая музыка. Даже вот сегодня я столкнулась с таким моментом, когда мне поставили кусочек песни, и там, это просто был ужас, я даже передать не могу то, что вижу, то и пою. Очень низшем проявлении этого слова. Это было очень неприятно, и слух это резало. И я надеюсь, что молодежь это тоже понимает. И где-то у меня тоже дети в доме, и я наблюдаю за их плейлистом и слушаю. И вы знаете, меня радует то, что они и где-то очень серьезную музыку могут послушать, где-то очень такую, знаете, и даже 70-е, 80-е, что меня очень радует, и зарубежка, и советские, и очень старые советские песни, которые раз и в каком-то новом оформлении выходят, и это нравится молодежи, мне это приятно, но все равно очень много такой не очень лестной, так скажем, вот то, что для уха слушаем, мне не нравится, очень много ненужной информации музыкальной идет сейчас. А как вам кажется, это пройдет? Мое предположение, что просто это все вылилось большим потоком, каждый получил доступ разместить свою музыку где угодно, да? Но этот
поток, вот присытится слух у публики, и они, может быть, снова захотят чего-то качественного? Я надеюсь на это. Я очень на это надеюсь, что вот в сравнении если будут они сравнивать, если будут слушать и то, и то, и то, и то есть, как мы говорим, что сейчас все доступно, все возможно, что у людей, в принципе, у каждого человека есть внутреннее что-то, стерженечек какой-то слуховое, что-то такое приятное должно быть. И человек не может не вслушиваться в свое внутреннее «я», и его должно греть что-то более высокое и более приятное. Я думаю, что пройдет. Залина, ну, мы с Аланой будем на это только надеяться и верить в лучшее. И на такой, наверное, прекрасной ноте. Да, я мы вас еще раз. приглашаю. Да, обязательно приглашайте нас. Да, я вас А приглашаю. скажите, всех нас, пригласите и наших зрителей. Да, всех Когда, зрителей что? приглашаю 7 июня. Дворец молодежи на Леонова. Мы ждем всех, я очень с удовольствием жду всех. У меня 25-летний юбилей, концерт. Я очень ответственно к нему подхожу. Все просто, это не сплю, репетиции не сплю. Очень переживаю, потому что это первый такой большой сольный концерт в моей карьере. И жду вас. Приходите Залина, обязательно. спасибо Мне большое. будет приятно. Мы желаем вам получить колоссальное удовольствие от этого Спасибо, концерта. спасибо. И всем зрителям, которые к вам придут, того же желаем. Спасибо в чем мы большое, уверены. спасибо. Вам. Спасибо. 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 А сейчас короткая реклама на телеканале «Осетия Руштон». Совсем Оставайтесь с скоро мы нами. вернемся. Продолжаем наш эфир программы «Самое время». Карин, у меня вопрос. У тебя есть пушкинская карта? Алан, честно говоря, у меня ее нет, но зато у меня есть около 4 месяцев, чтобы насладиться всеми ее прелестями. Ну, вот воспользуйся этим временем. Можем порадоваться за всех обладателей этой самой карты, которых на сегодняшний день в Осетии более 44 тысяч. Эту цифру в своем телеграм-канале обозначил глава республики Сергей Миняйло. По его словам, с начала текущего года молодежь посетила более 75 тысяч раз различные культурные мероприятия по Пушкинской карте. Вообще, Пушкинская карта – это специальный проект для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, и она дает возможность бесплатно посещать учреждения культуры, и билеты оплачивает, собственно говоря, государство. А получить карту можно на портале госуслуги. А мы продолжим тему культуры и расскажем вот что. Международный творческий проект «Искусство без границ» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации на территории Республики Северная Осетия Алания и Республики Абхазия. Он проводится Североосетинским отделением Российского фольклорного союза. Это концерты, мастер-классы и показы, спектакли с участием творческих коллективов Республики Северная Осетия Алания и в Республике Абхазия и во Владикавказе. Среди предстоящих мероприятий концерт оркестра народных инструментов Владикавказского колледжа искусств имени Гергиева. Концерт запланирован 17 августа в городе Пицунда, в концертном зале Пицунского храма. Также будут мастер-классы в Абхазии для музыкантов и театральных артистов. Ну и еще одно прекрасное культурное событие – это спектакль «Последние луны». Он пройдет во Владикавказе 13 июня и 18 августа в Сухуме, в Сухумской государственной филармонии. В нашей студии участники этого замечательного творческого проекта. Давай пообщаемся с ними. С удовольствием, Алан. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте будем переходить от общего к частному, поэтому спросим Суслана, начнем с вас, о проекте «Искусство без границ». Расскажите об этом проекте, что он в себя включает и как он, в общем-то, был задуман и реализуется. Ну, смотрите, международный творческий проект «Искусство без границ», он направлен на расширение культурной коммуникации между двумя государствами, то есть между Россией и Республикой Абхазией. В рамках этого проекта, то, что вы уже сказали, запланированы мастер-классы, концерты, спектакли в 2 городах, в 2 государствах, это Россия и Республика Абхазия. Вот могу
сказать о одном из прошедших мероприятий. Во Владикавказском колледже искусств имени Валерия Гергиева состоялась музыкальная сказка для чтеца с оркестром «Маленький принц». И была очень радостно принята молодым зрителям. То есть эта сказка была рассчитана на детей, на школьный возраст, и очень хорошо было принято. Ну и также то, что вы сказали, впереди у нас огромная-огромная программа. Вот о гастролях в Абхазии. У вас уже есть опыт выступления там. Как принимают и чего ожидаете в этом году? Ну, конечно же, это наш братский народ. Даже несмотря на то, что они считаются отдельным государством, но всегда прием просто бывает на самом высоком уровне. Я вот, пользуясь возможностью, хочу выразить такую благодарность директору филармонию, Руслану, забыл сейчас. В общем, абхазская публика всегда принимает нас с большими распростертыми объятиями. Ну что ж, давайте перейдем, собственно, к спектаклю. Расскажите, пожалуйста, Анжелика, давайте с вас начнем. Давайте. Вы ближе ко мне сидите, давайте с вас начнем. Расскажите о работе над этим спектаклем, что он, собственно, для вас значит. Спектакль такой культовый, известный, 3 артиста задействованы. Вот скажите, 3 это много или мало? 3 это идеально. Ну, наверное, было бы более идеально, чтобы был, может быть, 4, но у нас есть для этого режиссер, чтобы устойчивее была фигура. Но для меня это своего рода эксперимент, антреприза на большой сцене. Я никогда прежде не участвовала в такого рода антрепризе. То есть по известной пьесе, известный спектакль уже по стране. Играли великие артисты, и Лановой, и Мастрояни, да, кто только не сыграл. Моя героиня в этой пьесе, это что меня привлекло, почему я дала «да». Меня привлекло, что она не живой персонаж. Она воспоминание ее любимого супруга спустя много лет. То есть она умерла давно. И он, будучи стариком, начинает с ней общаться, как будто бы она вот та в свои 45 лет. И интересно было понять, почувствовать, как это на том свете, будучи в этом теле. То есть, ну, до сих пор это еще, как правило, как всегда у артистов, наверное, что-то в чем-то уверен, в чем-то не уверен. Каждый день все отметаем и все заново. Давайте, все это уже неправильно, все, будем по-другому. Но в любом случае это идет новое. А это всегда интересно. Это, ты себя чувствуешь молодым, потому что ты этого никогда не делал. Вот такого я точно никогда не делала. Это интересно. Какие-то магические абсолютно вещи вы говорите, будучи в этом теле, на том свете. У меня мурашки пробежали на самом деле. Такой мистический, даже около мистический опыт можно назвать. Я бы хотела вот еще какой вопрос задать. Валерию вам хочу задать вопрос. Скажите, вот в работе над этим спектаклем, чем вы руководствовались, вот на что опираясь? Анжелика уже сказала, да, что есть примеры очень яркие, да, очень запоминающиеся, и это всегда ответственно играть спектакль, когда есть столь яркие примеры. Вот для вас это как? Ну, наверное, причины различные, но одна из самых главных, конечно же, это то, что ощутить вот разницу того, да, спектакль, собственно говоря, это, наверное, Сослан более подробнее расскажет, но вот, на мой взгляд, о глухоте поколений, о том, что мы, к сожалению, не слышим ни наших старших порой не слышим, ни наших младших порой не слышим.
как и они нас, собственно говоря. То есть вот это как основная тема этого всего, всей этой истории, поэтому и возникает это воспоминание о любимом человеке, с которым можно поговорить на одном языке. Вот. У моего персонажа там есть очень хорошая фраза. Сегодняшний мир больше не разговаривает, не пользуется моим словарем. Мне стало трудно ходить по нему, не спотыкаясь. То есть, когда проходят какие-то годы, не чисто физические, а годы уже накопленный опыт какой-то в профессии, да, то вот, как Анжелика сказала, да, что что-то новое. Ну а, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому любой возврат к профессии артиста, собственно говоря, я как-то был неожиданно удивлен предложением Сослана, когда он предложил вообще взяться за эту работу. Вот. И в этой пьесе вот моему персонажу есть что сказать людям, это самое главное. Ради чего мы выходим на сцену, да, вот как бы попытаться, что ли, достучаться, докричаться, чтобы найти эту взаимосвязь со своими детьми. А вот вы сказали, вот этот опыт именно актерской работы для вас, как для режиссера, вот он что для вас значит? Вот что он вам дает? Ну, все мы вышли из гоголевской шинели. Я же тоже режиссером не родился. Поэтому он дает, как любой актерский опыт, это освежение, как бы и проверка себя, собственно говоря, что способен ли ты еще на что-то. А тем более на такие какие-то серьезные вещи, которые, естественно, надо прожить, действительно прожить жизнь, чтобы как-то это осмыслить и попытаться это еще донести до зрителя. А вот, знаете, именно у вас хочется спросить, насколько сложно было работать над спектаклем? И было ли вообще сложно? Ну, как вам сказать, да не сложнее, чем обычно, по большому счету. Я бы даже сказал, довольно-таки с какой-то стороны даже легко, потому как, на мой взгляд, Сослану удалось как-то нас всех склеить, да, в такую одну команду. Это его заслуга. Такой тихой сапой, как-то не напрягая никого, он умудрился вот собрать такую маленькую могучую кучку. Это к вашему вопросу. Трое. Это много или деле, мало? могучую, да. Да, то есть, Вот Батраза хочу спросить, Карин. Батраз, вот скажите, вам каково работается вот в таком коллективе, могучем, как уже было сказано, и что для вас этот опыт значит? Вот так вот Анжелика очень так претензионно на вас смотрит, претенциозно. Будет следить за каждым сказанным вами Нет, он словом. уже знает мои прихваты, он уже знает, что это шутка, конечно. Нет, на самом деле это действительно огромный опыт, и каждая репетиция, вот без преувеличения, каждая репетиция что-то новое дает мне и как актеру, и как режиссеру, то есть есть что почерпнуть, и действительно такой многолетний опыт этих людей, множество ролей, и это просто даже невооруженным взглядом заметно. Ну, вам вот комфортно, вот вы знаете, когда, как сказать, когда вы чувствуете вот опыт коллег, да, а вы от этого наоборот как бы наполняетесь, или вас, робеете там где-то, может? Смотрите, мне кажется, это зависит от того, что это за опытные актеры, то есть как они сами себя ведут, насколько они готовы делиться своими знаниями с молодежью. Именно здесь вообще никаких проблем я не испытал, то есть действительно творческая, замечательная атмосфера, поэтому никаких проблем не было, и не было причин робеть именно потому, что такие люди собрались. Ну, а ваш, собственно, персонаж, о нем расскажите. Я играю сына главного героя. Там, собственно, в чем конфликт между нами заключен? В том, что
Они хоть и самые близкие друг другу люди, ну, то есть отец и сын, казалось бы, кто может быть ближе, но уже на протяжении многих лет они как будто бы не понимают друг друга и, по сути, даже не общаются. Наверное, привет, пока, вот все их общение за долгие годы. Но именно по ходу сюжета происходит какое-то такое знаковое событие, которое полностью меняет их взаимоотношения, и они уже не могут остаться прежними. Мгм. Но мы надеемся, что вот эта вот трансформация будет и у аудитории, которая воспримет этот спектакль, увидит его. Суслан, вот вы поделитесь еще тем, как вы пришли именно к идее этого спектакля, конкретно этого, в рамках фестиваля «Искусство без границ». Ну, на самом деле, данный спектакль, точнее, пьеса, в начале любого спектакля всегда бывает пьеса. Это была моя такая давнишняя мечта, и я делал очень много попыток, вплоть до того, что были попытки постановки этого спектакля и в Южной Осетии, были попытки постановки этого спектакля и в Дегорском театре. Ну, настолько крепкие попытки, что даже переводилась пьеса. То есть данная пьеса переведена уже на 2 диалекта, на иронский и на дегорский. Но вот то, что Валера говорил, не получалось собрать вот именно такую команду крепкую, с которой можно было бы рискнуть на это. И то, что наш зритель увидит 13 июня, это уже будет такая 3-я попытка, финальная, потому что эта пьеса, ну, она просто высосала всю энергию, просто это, я надеюсь, все-таки это попытка, и благодаря, опять-таки, проекту, то, что проект все-таки тоже дал возможность реализовать это все. И для кого эта пьеса? Для кого этот спектакль? Вот сейчас нас слушают зрители, кому на него нужно пойти? Я абсолютно уверен, что это про каждого из нас, потому что каждого из нас неминуемо ждет старость. И каждому из нас нужно будет рано или поздно прощаться с этим миром, прощаться со своими родственниками, прощаться с самому собой. И вот мы попытались смоделировать эту ситуацию. А как это бывает? То есть мы, как севшие на машину времени, чуть-чуть заглянули туда. А как это может быть? И попытаться в этом разобраться. И поэтому в нашем спектакле кто-то увидит себя, кто-то увидит своих престарелых родителей, кто-то увидит, вспомнит ту любовь, которая была когда-то. Так что я приглашаю всех 13 июня в Дворце культуры «Металлург» в 19:00. Билеты можно приобрести на Яндекс.Афише. То есть приглашаем абсолютно всех. Алана, мне кажется, что мы с тобой точно уже знаем, чем мы будем заниматься 13 числа. Да, абсолютно точно. Суслан, а вот скажите еще, какие у вас цели и планы на будущее? Может быть, у вас есть какие-то идеи, как вы будете развиваться? Проекту, да, «Искусство без границ». Масштабироваться. Да. Ну, смотрите, фестиваль «Искусство без границ», это является деятельностью фольклорного союза. И, конечно же, мы не планируем останавливаться. В принципе, нам вот эта идея создавать антрепризу в Осетии, такой независимый театр. Театр, в котором не то, что можно все, не то, что театр, в котором нет цензуры, но театр, который не зажат в рамки какой-то линии, то есть театр свободного творчества. И, пользуясь случаем, вообще даже могу предложить, могу даже объявить, что если у кого-то есть прекрасные идеи, пусть приходят, мы их с удовольствием рассмотрим. Ну что ж, мне кажется, вот в этой студии уже вот прям назревают какие-то творческие проекты, да, и кто знает. А потом в следующем интервью будете рассказывать, а зародилось это все вот в этой студии? Обязательно Элистон ТВ. С такими-то ведущими. Обязательно запишите. Спасибо вам большое. Мы желаем вам удачи, успехов на выступлении, на спектакле. Мы с нетерпением сами ждем, чтобы увидеть это прекрасное произведение. Ну что ж. И спасибо вам большое. Да, за это интервью благодарим Спасибо. вас. Всего доброго. Небольшая рекламная пауза, и мы продолжим. Есть еще интересное для вас.
Ну что ж, продолжаем наш эфир. Карина, вот они новости, которые мы заслужили. Мадридский Реал победил Дортмундскую Боруссию со счетом 2-0 в финале Лиги Чемпионов и в 15-й раз в истории выиграл главный еврокубковый турнир. 15 раз подряд, Алана, это надо, конечно, наверное, постараться. Вот скажи, как у тебя с футболом? Вообще на «ты»? Нет, я не на «ты» с футболом, к сожалению. Могу отличить, какую карточку за нарушение дают. Ну, на этом мои знания о футболе ограничиваются. А у тебя как? Ой, я профессионально могу позабивать мячи в пустые ворота. Ну, это тоже заслуживает уважения. Вообще, как мне кажется, что результат, я про Лигу Чемпионов, это еще и история про усердный труд и дисциплину. Я бы добавила, что еще про самодисциплину на самом деле. Да. Вот я, кстати, про самодисциплину видела в социальных сетях, что ты бросила себе вызов. Да, есть такое, с которым я надеюсь, что я хорошо справлюсь. Там, на самом деле, суть простая. За 30 дней я просто должна сделать 50 видео. Карина, не каждый в прямом эфире Рестон ТВ дает аскезу, обещает о том, что будет выполнять определенные действия в течение 30 дней. Я буду твоим личным коучем. Все, Алана, следить за договорились. выполнением. Поговорим об этом, значит, еще через 30 дней. Да, вот история про дисциплину и такое регулярное действие. Да, и знаешь, Алан, со временем я в какой-то момент поняла, что мотивация тут вообще ни при чем. Ну да, нужно идти маленькими шагами к большой цели. Алан, а вот знаешь, мне кажется, что наши сегодняшние гости точно знают, что такое усердная работа и самодисциплина. Вчера в ГМТ прошел первый открытый турнир по блицу в шахматах. Нам тоже надо было принять участие, честно говоря. Вот не уверена на свой счет. Ну, У меня почему с шахматами пока не очень. Ну, я вот в процессе беседы расскажу одну веселую историю, которая у меня связана с шахматами, но все-таки. А ты умеешь играть? Честно говоря, нет, но мне кажется, что на месте мы бы уже по ситуации оценили и выкрутились бы как-нибудь. Ну, у нас есть у кого учиться, в нашей студии прекрасные гости. Да, и сейчас я их всем представлю. С нами в студии Дзамбулат Бритаев, экс-президент Федерации шахмат, директор шахматного клуба «Белая ладья», Александр Цураев, исполнительный директор Федерации шахмат, и Тигран Назаритян, ведущий шахматист Северной Осетии, мастер ФИДЕ по шахматам. Добрый вечер. Добрый вечер. И сразу хочется узнать подробнее по турниру. Александр, расскажите, чем он особенный? Ну, как вы уже сказали, вчера у нас прошел первый, как сказать, в Осетии большой турнир открытой шахматной лиги на призы компании Дорстрой. Не знаю, можно говорить, нельзя здесь. Но они нам призы дали, то есть. И у нас как бы приехали, можно сказать, что это такой был уже не то, что СКФО, а такой небольшой Кубок России. Приехали все ведущие спортсмены СКФО, наши друзья с Москвы, с Московской области, С Питера. Питер, Тамбов. Вот, ну, И все из КФУ. Да, и все из КФУ, все ведущие шахматисты. Почему такой он важный для нас? Потому что такого турнира для наших детей таким сложно выезжать. Потому что, например, у нас приняло где-то было около 60% именно наших спортсменов, детей. Чтобы такую команду вывести даже в Ставрополь, ну это, сами понимаете, то есть огромные затраты, там, проживания и тому подобное. Поэтому мы решили такого уровня. В будущем, надеемся, это будет у нас регулярной основе, и уже мы его внесем в календарный план. Он у нас будет как бы в Варшефе в календарном плане. И уже из года в год мы будем проводить такой турнир уже, как бы сказать, как этап Кубка России. То есть он уже будет официально не то, что как такой полукоммерческий, а как уже этап Кубка России. Ну, прецедент уже есть, начало положено, значит, дальше будет только лучше. А вообще, какой он потенциал развития шахмат в нашей республике? Вот вы так тепло отзываетесь о ребятах, которые у вас занимаются. Вы видите в них будущих там чемпионов? Ну, я так могу сказать. У нас потенциал интеллектуальный в Осетии. Ну, я просто сумасшедший. Просто в какой-то момент у нас вольная борьба, футбол все-таки более развитые виды спорта. И в шахматы меньше в его сторону обращали внимание. А за последнее время у нас очень много появилось, людей начало заниматься шахматом. И мы сейчас уже
очень конкурентоспособная СКФУ. Особенно наши девочки, они до этого были здесь в эфире, но они уже не то что на СКФУ, они на России уже конкурентоспособны. Они вот сейчас обратно на СКФУ заняли 1-2 место, он прошел в Ингушетии, и сейчас отобрались уже на взрослую Россию. То есть если до этого они были до 19 лет, то сейчас на взрослую Россию они будут уже доказывать свой. И мы надеемся, что они уже попадут, будут в призах там и бороться с самыми сильными шахматистами. Вот вы сказали, что участники были не только из Осетии, Питер. Со всей России, По всей и России, да. СКФО, но в основном были со СКФО, конечно. А можете ли вы сказать, может, вы помните, сколько было участников? 131 человек. Ага. И все эти участники именно играли, как правильно сказать, играли в блиц шахматы. Да, контроль блиц. Нам, людям, наверное, далеким от шахмат, очень интересно узнать, в чем особенность такого формата. Ну, это из всех дисциплин шахмат. Их 3 основных, которые такие, признанные, которые играют на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, России и так далее. Это блиц, самая быстрая дисциплина, где одному сопернику дается, бывает 3 минуты плюс 2 секунды добавления на ход. Бывает еще возможность 5 минут плюс 2 секунды добавления на ход. У нас был вот такой контроль, 5 минут плюс 2 секунды добавления на ход. То есть это очень быстрые шахматы. Там нету времени посидеть. Поразмышлять. Профессиональных спортсменов, которые за 10 секунд умудряются там выстроить дерево, не знаю, ходов 25 вперед, это очень много даже времени. Но для человека, который не посвящен, он такой смотрит, для него это какая-то, я не знаю. Это самое быстрое по времени из того, что, из профессиональной дисциплины. Дальше идет рапид, это 15 минут плюс 10 секунд. Дальше классические, которые все примерно представляют, где сидят, так долго думают, смотрят. Вот мы бы в такие играли, наверное. Нет, я бы в быстрые играла. Мне кажется, вообще, в принципе, шахматами мне очень сложно. А вы знаете, вот я как раз хотела рассказать веселую историю. Меня шахматам учил дедушка. И когда он меня учил, я все время выигрывала. Это я училась во 2 классе. Я всегда выигрывала и очень гордилась, какая я умная. А потом у нас в школе начали преподавать шахматы. И почему-то я перестала выигрывать. Сильнее полюбила дедушку, да? Видимо, да. Вот, Тигран, вас хочу спросить. У вас среди учеников и дети, и взрослые, как я понимаю? Да. В основном дети. В основном дети. Вот расскажите о том, какой подход нужен к детям, чтобы привить любовь к шахматам. Дети — это люди такие, которых шило. Они бегают, они прыгают, а шахматы — это где нужно сосредоточиться, сидеть, думать, аналитически мыслить. Вот как вам удается дисциплинировать ребят? Я с течением времени понял, что не наказанием надо каким-то дисциплинировать, а правильными словами. То есть мой подход основной — это юмор в каких-то ситуациях. Где-то надо разрядить обстановку, потому что шахматы — очень тяжелый труд. Учиться шахматам очень сложно. Я это понимаю как действующий игрок в том числе, поэтому стараюсь использовать прежде всего юмор. А вот скажите, результаты ваших учеников, в том числе и в нашей студии обсуждались. Как вам кажется, вот Александр тоже это сказал, что больше людей стало увлекаться шахматами. Почему стало больше увлекаться и почему появились вот эти результаты? То есть количество перетекает в качество, так это работает? Я думаю, да. Тут далеко ходить не надо. Пример Индии. То есть у них сейчас шахматный бум, и количество перетекло в качество. Домарадж Гукиш будет играть в 17 лет уже за звание чемпиона мира с действующим чемпионом мира Дин Лиженем из Китая. То есть, опять-таки, 2 страны, где количество перетекло в качество, будем говорить. У нас же, я считаю, шахматный бум начался уже довольно давно. Я думаю, вот то, что делала шахматная федерация на протяжении примерно лет 15, популяризация шахмат, старались проводить как можно больше детских турниров. Это привело к тому, что все родители увидели, что шахматы популярны, они востребованы. Многие узнали, что шахматы помогают в школе, помогают дисциплинировать детей. И потихоньку стало все больше и больше детей начинать учиться шахматам, а, соответственно, больше конкуренция, больше сильных шахматистов. А как помогают в школе? Прежде всего, я считаю, это именно память, логика, внимательность, усидчивость,
воображение. То есть, ну, доказано, все уже, наверное, знают, что там, где шахматы преподаются, там и успеваемость намного выше. Поэтому... Получается, у Аланы с самого детства успеваемость была выше, ну, автоматически. Я не знаю, уже. видимо, со временем с успеваемостью проблемы начались, но все же. Замулат, мы знаем, что вы позавчера вернулись из Костромы. Расскажите нам про вашу поездку. Да, буквально позавчера я прилетел с Костромы через Москву. Около 10 дней мы находились там, на первенстве России среди детей до 9 лет. С нами отправились 5 ребят, 1 девочка и 4 мальчика. Они, мне кажется, очень достойно сражались. Заняли места выше, ну, как бы выше среднего в таблице. Принимало участие среди ребят около 4 спортсменов и девочек около 300 шахматисток. Опять же, вот только что затрагивали вопрос по количеству и качеству. Конечно, победителями стали регионы, которые более большие по сравнению с другими. Но опять же, по желанию, по духу, по интеллектуальным способностям, я думаю, вот и мы в следующем году все им покажем. Как бы у наших ребят огромный дух, что вы понимали, шахматистам 6 лет, и уже они как профессиональные спортсмены себя вели. То есть это надо было наблюдать на месте. Очень понравилось то, что они болели друг за друга. Турнир был по классическим шахматам, и бывало, что один ребенок выходит там за 15 минут, но он стоит и ждет все 2,5 часа, пока играет следующий ребенок. То есть это надо было наблюдать, как со 2-го этажа ты в течение там 2,5 часов ждешь, и каждый раз думаешь, что вот-вот выходит, а там на самом деле вообще другой ребенок. Но они все-таки вот стояли, болели, радовались, переживали. Вот мне кажется, это вот самая отличная история, мне кажется, для них. То есть спортивный результат — это хорошо, но мне кажется, это память еще лучше. Опять же, уже удалось их понаблюдать и на турнире этих же детей, то есть они прилетели сразу на турнир, на занятия, и это вообще совершенно другие дети. То есть у них уже поставлены другие цели, то есть раньше, если они думали как бы обыграть там соперников на местных турнирах, теперь у них планка совершенно на другом уровне, и, соответственно, у них уже запросы на совершенно профессиональном тоже уровне. Ну и я хочу задать вопрос, который коротко на него не ответишь, но все-таки мы постараемся коротко в силу ограниченности эфирного времени. Вот хотела бы буквально вот 1-2 фразами, чтобы каждый сказал, как вы считаете, что нужно для того, чтобы шахматы стали развиты в Осетии наравне с борьбой, футболом и другими видами спорта, которые у нас уже более развиты? Чего не хватает для развития? Ну, время. Вот начнем с того, что время, потому что все-таки обратно у нас вольная борьба, у нас крутейшая школа, как бы это у нас традиции, и быть там, конкурировать, то есть на олимпиадах, как в шахматах тоже есть олимпиады, это очень сложно. Сейчас, на данный момент, шахматы, как вот Тигран сказал, очень омолодели. То есть если 10 лет назад кто-то мог подумать, что 16-летний ребенок будет играть на звание чемпиона мира, это был бы нонсенс, все бы смеялись. Но сейчас с приходом компьютерных анализов, с приходом ребенку, который может очень много играть в интернете с очень сильными соперниками, то есть они очень, ну, как бы сказать, помолодели шахматы. То есть сейчас ребенок 12-13 лет, он играет, ну, то есть на уровне мастера международного класса, и это уже никого не удивляет. Поэтому, чтобы прям мы, как говорить, такой высокую планку поставить, нам надо максимально вот сейчас поставить упор на наших детей. Я думаю, что в будущем так и будет, и будем на это надеяться. Уверена. Я думаю, что шахматы еще выстрелят в Осетии. Спасибо вам большое за интервью. Желаем успехов. Спасибо вам. Карин, мне кажется, эфир сегодня получился очень разнообразным, насыщенным. Да, это не то слово, а знаешь, вот сейчас я хочу пожелать всем отличной рабочей недели, и обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, там всегда самые актуальные новости. Далее эфир телеканала продолжит выпуск новостей. Оставайтесь с нами и до новых встреч.